Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. Главные события понедельника. Провожать их уже не просто традиция, а священный долг. Этих смелых людей объединяет одно желание – защищать интересы своей родины. В зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев. Все условия для молитвы. Признак того, что у человека есть иман, вера, это говорит, значит, что человек переживает за домов Всевышнего Аллаха. В освобожденном Алчевске обновили мечеть при поддержке спецназа «Ахмат» и регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Ликвидация последствий стихии. Дорожные службы заверяют, что после масштабной реконструкции мост станет полностью безопасным и современным. В Аргоне продолжается восстановление моста после разрушительного паводка. С Чеченской Республики регулярно отправляются борты с добровольцами, которые едут защищать интересы Родины. Из Грозного в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев. Как прошли проводы и какое напутствие бойцам дал премьер-министр республики в сюжете Лимды Джамалдиновой. И снова здесь собралось большое количество добровольцев. Этих смелых людей объединяет одно желание – защищать интересы своей родины. На лицах предельная концентрация, в глазах железная уверенность. Провожать защитников родины уже стало не просто традицией, а священным долгом. С напутственным словом к бойцам обращается премьер-министр Чеченской Республики Магомед Даудов. Он подчеркивает, что страна гордится каждым, кто принял это мужественное решение. Берегите друг друга, поддерживайте. Вы сами знаете, поддержка – это самое главное. Вам большая честь, это не выпало вам, а как бы вы сами вышли на этот благородный путь защиты Родины, своей страны и своего флага и гимна. Удачи вам всем! Я хочу поблагодарить от вашего лица Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который нам помогает всем тем необходимым в зоне проведения слова, начиная с обмундирования, заканчивая FPV-дронов, автомобилей, всем тем, что нам надо для выполнения поставленных задач Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и командиром, куратором непосредственно легендарного спецназа Ахмат, генерал-полковника, Героя России, главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Для многих в этом строю предстоящий перелет к местам дислокации не первый. Сюда возвращаются те, кто уже имеет реальный боевой опыт, знает, что такое передовая и не может остаться в стороне. Но когда рядом опытные командиры и крепкая поддержка, даже новички чувствуют себя уверенно. Все, что связано с этой страной, с этой землей, мне не безразлично. Поколения, которые с поколения нам из ладошек передавали, вот это все, что у нас есть. Историю, обычаи, традиции, вот эту красивую землю. Я считаю, что мы не должны быть паршивым звеном, мы должны дальше ее вот так вот в этих ладошках передать. Бойцы укомплектованы, что называется, под ключ. Все необходимое от высококачественной современной формы до специализированного оборудования, которое пригодится на фронте, предоставлено региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Такая мощная поддержка позволит добровольцам думать только о выполнении боевых задач. Мы благодарим фонд первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, генерал-полковника Рамзана Ахматовича за поддержку, за теплоту, за прием, за экипировку инструкторов. Все было отлично. За этой железной дисциплиной стоят недели тяжелейшего труда. Все бойцы прошли тщательную специальную военную подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Тактика, огневая подготовка, полевая медицина. Здесь они отточили навыки до автоматизма. Из Чеченской Республики спецборты с добровольцами отправляются регулярно. Каждый такой вылет – это весомый вклад в общую победу. Лимда Джамалдинова, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика.
В Луганской Народной Республике продолжается восстановление духовных объектов. На этот раз в городе Алчевске по решению муфтия Сала Хаджи Межиевой обновили мечеть, чтобы верующие могли молиться в достойных условиях. Турпал Тайсумов расскажет подробнее. Верующие мусульмане, находящиеся в городе Алчевске Луганской Народной Республики, смогут поклоняться Всевышнему в молитвах в новых условиях. Обновление местной мечети состоялось по решению советника главы Чеченской Республики муфтия Сала Хаджи Межиева. Все расходы по проведению работ взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Благословенный день для нас, не только для нас, и для наших гостей, для наших прихожан, для нашего города, что действительно мечеть, которая была построена 25 лет назад, сделана, да, уже прошло 25 лет, имам, который наш был Бирхан Абзи, им был поставлен все. Пусть Аллах благословит его душу, имамы, которые были до него, и пришлось время, как говорится, отремонтировать, сделать, и знаете, вот Аллах только даю работу, которую говорим, да, Аллахумма акримна бджаннатика ридваник. О Аллах, мы это делаем только ради твоего довольства. И поэтому пусть Аллах будет доволен всеми, кто эту работу взял и довел до конца. Пусть Аллах сделает всегда нас причиной благих дел, иншаллах. Это далеко не первый случай совместной работы спецназа Ахмат и общественного фонда. Ранее были отремонтированы и другие святыни, в их числе и христианские. Важная работа по восстановлению духовных объектов будет продолжена и далее. Всевышний Аллах Корана Субхану ва Тааля говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим. Иннама я'муру масаджид Аллахи ман амана биллахи вал яумил ахир». Признак того, что у человека есть иман, вера. Это, говорит, значит, что человек переживает за домов Всевышнего Аллаха. Это туда входит, что уборка, туда входит строить места, молельные дома, мечети для поклонения Всевышнему Аллаху. Это, говорит, признак, что у человека есть иман. Поэтому сегодня все те, кто здесь собрались, наши братья из Республики Чечня, Суфьян Хаджи и другие братья, которые здесь, спецназа Ахмата, которые помогли. Я искренне хочу сказать, выразить благодарность. Региональный фонд также передал продуктовые наборы для всех женщин, которые принимали участие в обновлении мечети. Подобная гуманитарная поддержка проводится благотворительной организацией на регулярной основе. Передается различным группам населения по несколько раз в месяц, причем на всей территории проведения специальной военной операции. Турпал Тайсумов и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. В региональном отделении ЛДПР прошло чествование сотрудников МЧС, которые ликвидировали крупный пожар в 4-м микрорайоне Грозного. Представители партии вручили награды бойцам, действовавшим в условиях паники и сильного задымления. Церемония награждения в нашем следующем сюжете. 11 мая едва не обернулась трагедией для жильцов девятиэтажки в одном из микрорайонов города Грозного. Огонь мгновенно охватил весь дом. В условиях паники и сильного задымления более 80 сотрудников МЧС Чеченской Республики сработали молниеносно. Слаженные действия спасателей позволили ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки и избежать жертв. Проявить профессионализм, ощелил самоотдачи, не зная, не чувствуя никакого сострадания к своей собственной жизни. Перед лицом опасности спасти инял жизнь Аллах дал дикан сбегом бойшон каин низ очень барами ашон тона ости душон награждается Магомадов Саид Магомед Саид Хасанович. Такой профессионализм и верность долгу не остались незамеченными. Тех, кто первыми бросился в огонь, чествует Либерально-демократическая партия России. Представители регионального отделения подчеркивают, такие действия заслуживают глубокого общественного признания. Ваш поступок никого не оставил равнодушным. Конечно, есть, которые утверждают, это их работа. По всему миру пожарный шейхин хаки и нехариса гвел хирва цари профессионализм зажим алсам хиллихар нахк элхар бовар бариэ. Что касается с вашей стороны, халдели шолха шофинер дуенал шу профессионализм бахандолша нах цабел цешихин даи ан тошур дакки диешто
Представители ЛДПР посчитали своим долгом лично поблагодарить каждого бойца. Эти награды – знак глубокого уважения к людям, которые ежедневно рискуют ради безопасности жителей республики. Наши специалисты – это яркий пример самоотверженного служения Отечеству, заботы о безопасности граждан. Оперативность и слаженность и мужество, проявленные в сложной ситуации, позволили минимализировать риски, защитить жизни людей. Среди тех, кто принимает благодарность, Ахмед Шамсуев. В ведомстве по чрезвычайным ситуациям города Грозного он работает 4 года. За это время на его счету десятки боевых выездов. Но главная награда, признается огнеборец, это благодарность и спасенные жизни. Официальная часть завершена, заслуженные награды вручены. Прямо из зала чествования спасатели возвращаются в свои подразделения. Ведь безопасность региона – это круглосуточный пост, на котором нет места выходным. Работа спасателей – это минуты, в которые решается все. Пока люди покидают опасную зону, сотрудники МЧС идут внутрь. В дым, высокую температуру и практически нулевую видимость. Именно от их скорости, подготовки и хладнокровия зависят человеческие жизни. Лимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Стихия не щадит ничего, даже то, что годами казалось надежным. Паводок в Чечне повредил мост между Грозным и Аргуном. И теперь переправа закрыта на масштабную реконструкцию. Работы идут днем и ночью. Специалисты разбирают старые основания и возводят новые опоры. Подробнее, как продвигается ремонт, расскажет Ахмед Рамазанов. Мост между Грозным и Аргуном, через который ежедневно проезжали тысячи автомобилей, всегда оказался привычной и незаметной частью инфраструктуры. Однако недавнее стихийное бедствие превратило этот мирный транспортный поток в сокрушительную стихию. Паводок повредил переправу настолько, что ее дальнейшее использование стало смертельно опасным. К реконструкции объекта приступили без промедления. Сейчас на месте разрушений развернут полноценный строительный штаб. Шум отбойных молотков и лязг металла не затихает даже ночью. Каждый забитый ригель, каждый укрепленный пролет – это вызов стихии. Специалисты не скрывают, масштаб повреждений оказался серьезным. Основание старого моста разбирают с ювелирной точностью, параллельно возведя новые опоры. Строительство находится под личным контролем главы республики. На данном этапе, сейчас почти 5 из 6 опор, 5 опор почти готово. Сейчас идет работы над стойками под ригелями. 2 опоры береговых, первая, шестая почти готовы на 100%. Сейчас охвачено, штук 10-15 техники и почти 50-60 человек рабочие. Все силметы, почему хуже, он вешает, постоянно латошек, он вешает больше, постоянно вопрос, в любое время доступен он вешает. Согласно прогнозам специалистов, объект планируется сдать в эксплуатацию к концу года. Водителям грузовых автомобилей пока приходится использовать объездные пути и мириться с неудобствами. Однако дорожные службы заверяют, что после масштабной реконструкции мост станет полностью безопасным и современным. Ахмед Рамазанов, Хусейн Мурдаханов, Вести, Чеченская Республика. В Наурском муниципальном районе прошел судебный процесс по делу финансирования экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией». В ходе разбирательства суд вынес приговор подсудимому по статье 281 УК РФ «Организация экстремистского общества», но сделал смягчение обвиняемому, не заключив его под стражу. Такое решение было принято в связи с тем, что подсудимый был введен в заблуждение ФБК. Стоит отметить, что так называемые борцы с коррупцией под видом благой деятельности завлекают жителей России в преступные дела, обещая им анонимность. В результате их провокационной деятельности уже более 1000 людей по всей стране находятся под уголовными делами. Обвиняемых в совершении преступления предусмотрено частью 1 статьи 282 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Руководствуясь статьями 82, 296-299, 302-310 УПК Российской Федерации, суд приговорил
Алиева Ису Кутузовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 прим. 3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание Алиева Ису Кутузовича считать условным с испытательным сроком на 3 года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Контроль за поведением Алиева Ису Кутузовича возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного. Горный район Чечни – это не только вековые обычаи и уклад предков, но и точка роста для молодежи. В селе Дышне-Ведено стартовал региональный форум «Навигаторы гор. Дети. Воспитание. Предпринимательство». Педагоги и воспитатели-предприниматели обсуждали, как закрепить молодежь на родной земле. Чем удивляли гостей, кого наградили, какие перспективы открываются перед юными жителями. Узнаем у Мадины Кураевой. Здесь представлены традиционный уклад жизни горных районов, угощения и бытовые вещи, которыми пользовались наши предки. С такого приветствия стартовал региональный форум «Навигаторы гор. Дети. Воспитание. Предпринимательства». Форум объединил около 300 участников со всей республики – педагогов, школьников, родителей, представителей власти и предпринимательского сообщества. Главная задача – показать молодежи реальные возможности для развития в родном регионе. Организатор Министерства образования и науки Чеченской Республики совместно с проектом «Навигаторы детства». Мероприятие проходит в рамках Года горных районов и развития малого и среднего предпринимательства, объявленного Рамзаном Кадыровым. Объекты культурного наследия, историко-культурный комплекс Юйламанс дох веден коштаха, эцибер шталдер цандламанс доштолхум, баунш доштолхум, ويا دايبة خيلمتكش يخلونش أقا تسارلر بحيزين موتا تسارلر من موخك أقا إجدرجي وبيرش أنا إتسمبالا بيش شحابا وش قايتا قويش تعاميش سرتاحا قايت إشتغل صندل أصديقا دوشقا وأنا ميتا ديشل شو تشيق ديلي أخينا يوشو زامنا خاستن وي по дополнительному образованию бешбол-бог график хватаю ахкен хена халат бетна шоха вышица плановый бог убишь. В рамках форума состоялась церемония награждения педагогов и специалистов проекта. Благодарственные письма получили те, кто вносит вклад в развитие системы воспитания и поддержку молодежи республики. Зулкарнаева Жансари Исмаиловна, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями МБУ Харачевская ШОС Веденского муниципального района. Проект «Навигаторы детства» в Чеченской Республике реализуется в образовательных организациях региона и объединяет советников директоров по воспитанию, педагогов и специалистов, работающих с молодежью. Основная задача – создание современной системы воспитания, поддержка школьных инициатив и формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции. До организации самого этого форума мы, конечно же, интересовались, происходит ли в Чеченской Республике в горных районах отток молодежи, то есть стремится ли молодежь работать и реализовываться на собственной земле, или они хотят выехать за пределы. И, конечно же, нами был запущен анонимный вопрос для семей по всей Чеченской Республике. И нас очень приятно удивили результаты, что свыше 70% семей считают, что их дети хотят работать на родной земле и видят основными профессиями также наши местные ремесленные работы, а также они видят себя и в педагогике, и на госслужбе. Форум в Веденском районе объединил тех, кто сегодня работает над будущим в горных территориях республики. Эксперты рассказали молодежи о перспективах для жизни, работы и самореализации именно на родной земле. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Открытость, прозрачность и активная позиция жителей в Чеченской Республике активно готовятся к выборам. Общественные наблюдатели проходят обучение, а молодежь впервые примет участие в голосовании. Подробности в нашем следующем сюжете. В регионе проходят организационные встречи и подготовка общественных наблюдателей, которым предстоит следить за открытостью и прозрачностью избирательного процесса. На день голосования у нас будет открыт штаб общественных наблюдений и центр общественных наблюдений. Как мы знаем, более половины избирательных участков будут оснащены камерой онлайн-наблюдений. И вся эта информация будет поступать в общественную палату. И задача
наблюдатель на местах уже посмотреть, как идет выборы, как идет процесс. Представители общественности заявили, участие жителей в голосовании – это возможность определить дальнейший курс развития республики и выразить свою гражданскую позицию. Выборы всегда важны, просто надо всегда выдвигать хорошего, конкретного, целеустремленного, творческого человека, который будет делать все для республики, не жалея ни сил, ни средств. Вот это самое главное. Особое внимание теме выборов уделяет и молодое поколение. Многие избиратели впервые примут участие в голосовании и признаются, что относятся к этому событию с большой ответственностью. Интересуется ли сегодня молодежь общественной жизнью региона? Да, конечно, сейчас молодежь расцветает, сейчас везде они участвуют. У нас самая активная молодежь. Я голосую не впервые. И на выборах я буду участвовать. Люди обсуждают развитие региона, вопросы открытости процесса и подчеркивают важность личного участия каждого гражданина. Для многих выборы являются возможностью выразить свою позицию и внести вклад в будущее республики. В республике продолжается подготовка к предстоящим выборам. В городах и районах проходят встречи, общественные обсуждения и работа избирательных комиссий. Жители все активнее интересуются предстоящей кампанией, ведь именно от этого выбора во многом будет зависеть дальнейшее развитие республики в ближайшие годы. Ожидается, что в день голосования особое внимание будет уделено открытости процесса и высокой явке избирателей. Дани Хамидов, Маусар Хаджиев, Вести Чеченская Республика. В Чеченском государственном университете состоялся показ короткометражного фильма «Подарок». Картина показывает переживания людей, неравнодушие, сложные семейные отношения, которые преодолеваются благодаря участию друзей. Председатель регионального отделения Союза кинематографистов России Харун Хидаев отметил важность данного фильма. На показ приглашены студенты. Каждый был вовлечен в действие, разворачивающееся на экране. Сюжет задавал интригу с первых же минут. Организатор признается, что площадку выбрали намеренно. Университет – место, где рождаются идеи. Первый фестиваль традиционного кино под названием «Барт». В рамках этого фестиваля мы запланировали несколько кинопоказов перед нашей студенческой аудиторией. Вот один из таких показов мы сегодня проводим здесь. Конечная цель наша состоит в том, чтобы показать людям, что чеченский кинематограф становится на ноги. В Грозном открылась выставка, которая заинтересует и филологов, и геологов, и всех, кто любит родной край. Академия наук Чеченской Республики показала свои главные труды за 10 лет от редких слов чеченского языка до карт полезных ископаемых, включая золото. О самых ярких моментах в репортаже нашего корреспондента. За последние 10 лет Академия наук Чеченской Республики провела огромный фронт работы, посвященный развитию научной, литературной и языковой деятельности. Большая выставка с достижениями в данных областях прошла в стенах Национальной библиотеки имени Абузара Айдамирова. Здесь собрались люди, посвятивших всю жизнь развитию естественных и гуманитарных наук на территории нашего региона. Один из самых востребованных и важных направлений – это родной чеченский язык. Словарь, представленный в нескольких томах, вмещает сотни тысяч слов. Среди них новые, а также очень редкие. Гязина и архицер от иттом большинство эзер дош дуэль иштваром динамо 140 тысяч слов цена бар эзер ипай аую 8400 страниц. Ну и издательский баром дал швача цайзер цабайсов авторский лист иштваром словарь из-за цунаха ой от сантоми алюшего словарича судя байтай изергерг дош дуэла иш отцом есть но цуна цайзер аую и избай излаши аую цуна цабарствен ставач изерхопа остепан и словарь душом научим таяча шезер тайду алчара в Российской Федерации укрепил альман проект диплом для Москва Федеральное агентство по делам национальности Тариш Илгаляканю. Сулсал институт, научимет институт ясо хевритер бос, а кверт алшо и дишер систему и школ учебник шезер.
Однако есть и новинки в этой области, материалы, которые раньше не издавались как отдельное направление ни в наше, ни в советское время. Одна из уникальнейших книг, представленных на выставке, это минерально-сырьевые ресурсы Чеченской Республики. В ней указаны не только полезные ископаемые, которые добываются в стране, но и именно те, которые являются редкими и обнаружены именно в недрах нашего региона. Как видно, земля богата не только на плодородную почву, но и на химические элементы, представленные в периодической системе Менделеева. Заслуженный геолог России Ибрагим Керимов рассказал нам некоторые интересные факты о том, как обнаруживались полезные ископаемые и в чем уникальность представленного справочного издания. Оказывается, на территории субъекта можно найти даже драгоценные металлы, такие как золото, правда не в промышленном масштабе, а для тех, кто увлекается геологией, в сборнике есть что увидеть. Впервые в истории республики была издана монография справочного характера по полезным ископаемым Чеченской Республики. В советское время такого материалов не было. Разрозненный материал был, а собранного материала нет. Также мы гордимся, что мы ежегодно проводим конференцию «Современные проблемы геологии и геофизики Северного Кавказа». Наш город стал центром притяжения геологов всего юга России, в том числе Москвы, Казани, Ленинграда. И мы выпустили по результатам этих конференций 15 томов коллективных монографий. Они приведены здесь. На стенде приведены, да, есть эти монографии. Это там огромный труд и наших, отечественных ученых, не только наших республики, но и других регионов. То есть наши исследования получили признание на всероссийском уровне. За поддержку в развитии отличившиеся сотрудники Национальной библиотеки, а также ученые, доктора наук были удостоены почетных грамот Академии наук субъекта. Турпал Алита Исумов, Сайтымин Мусаев и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Рев моторов и бешеная скорость. В Грозном круто открыли новый гоночный сезон. На этих выходных прошли первые 2 этапа чемпионата по ралли-спринту. Побороться за первые очки приехали более 30 пилотов из самых разных регионов страны. Так что интрига держалась до последнего. Гонщикам нужно было показать максимальную точность. Один неверный поворот и теряются драгоценные секунды. Они выжимали из своих машин все, на что те были способны. По результатам нашего класса по машине, здесь 3 класса машин. Это Unlim, Street и уже спорт. Хара Unlim спорт она полностью сделана из пластика и максимально долучит на Жигули. Ралли-спринт – это гонки на время по замкнутой трассе, где пилоты стартуют по очереди, а побеждает тот, кто проедет круг быстрее всех. Площадка автодрома крепости Грозный идеально подходит для формата любой гонки, уже давно стала местом для соревнований большого масштаба. Здесь созданы абсолютно все условия. К концу 2-го дня определили лучших, и все они получили заслуженные награды. Раз сюда приехав, ты заражаешься этим адреналином, гонками, и отсюда потом уже выбраться тяжело. Но это того стоит, это нужно, это классно. Любой желающий на любом автомобиле может приехать. Вы сейчас можете посмотреть, вот там дальше стоит Honda Odyssey, которая обычно ездит по городам. Odyssey, он просто приезжает сюда и катается, получает удовольствие уже который год. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.